Есть положительные моменты, есть над чем поработать. Сибай подводит итоги 2017 года. Ночное дежурство у школ города – миф или реальность? Как родители устраивают детей в первые классы? Извлечь опыт прошлого и не допустить в будущем. В городе продолжаются противопожарные рейды. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня Сибай подводит итоги 2017 года. В первой половине дня в администрации города состоялось 18-е заседание Совета городского округа. Участие в нем помимо сибайцев приняли заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства Илшат Тажидинов и заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Денир Ахмедиянов. На повестке заседания значилось два вопроса. Доклад главы администрации города Рустема Авзалова о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год и отчет председателя Совета городского округа Яудата Бекинова о деятельности Совета в минувшем году. Помимо озвучивания ключевых индикаторов социально-экономического развития города, были озвучены и проблемные моменты, над которыми стоит поработать в ближайшем будущем. А во второй половине дня в драмтеатре имени Арслана Мубарякова прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам года, на котором чествовали лучших по профессии, предприятия и учреждения города. Кроме того, состоялось вручение грантов главы администрации лучшим студентам и были названы победители городской премии имени Рамазана Умедбаева. Итогам года будет посвящен наш специальный выпуск новостей, который выйдет в эфир в ближайший понедельник. К другим темам. Ночное дежурство у школ города. Правда или миф? 1 февраля в школах страны стартовала кампания по приему учащихся в первые классы. Как прошел первый день приема заявлений на 2018-2019 учебный год в Сибае, узнавала наша съемочная группа. Ученики едва переступают порог школы, а за ним в томительном ожидании родители будущих первоклашек. Такая картина имела место быть в некоторых школах города буквально вчера. 1 февраля начался прием заявлений для поступления в первый класс по прописке. Несмотря на ежегодные убеждения представителей отдела образования, что первых классов хватит всем и запись детей будет вестись вплоть до 30 июня, родители устраивают первоклассный переполох. Еще с вечера прошлого дня многие дежурили у учреждений образования, чтобы написать заявление. Я пришла сюда в 4 часа утра. Почему так рано? Ну, потому что в прошлом году то же самое было, и как бы хочется, чтобы ребенок не остался без места в школе. Поэтому и пришли мы сюда так рано. Мы по прописке, самый ближайший дом прям. Ну, как утром пришли, заняли. Очередь нормально идет, вообще прием как? Да, прием нормальный, все хорошо. По прописке? Стоите давно? С 8. Как начался прием, вы подошли, да? Так вообще идет нормально, спокойно? Да, видите, пока нормально. Время без 20:10. А вы со скольки здесь? Я сюда пришла 27-го, 71-го. На работе во сколько я буду, я не знаю. С 8 часов я здесь. Вот сейчас 18 буду заходить. А очередь заняла ночью. Тоже ночью? А чем вызвано? Почему именно ночью пришли? Не знаю, почему-то так подумали, что, скорее всего, что ребенок может не попасть в связи с этим. Хотя по прописке, да, по прописке и старший ребенок здесь учится, да. А у вас еще какие-то варианты есть? Да, ручку? Нет, мы здесь прямо во дворе живем, поэтому без вариантов, только 12. Родители по закону имеют право выбирать общеобразовательные учреждения, отдать ребенка в школу по месту жительства, куда его обязаны принять в приоритетном порядке без дополнительных условий, либо выбрать любую другую школу, независимо от места жительства, и поступить на свободные места. Из-за большого количества жителей микрорайона Восточный наплыв первоклассников идет в школах, прикрепленных к этой территории. Ознакомительную работу, разъяснительную работу мы с родителями проводили заранее. Родители заранее знакомили с перечнем документов, которые они должны подавать, с распоряжением администрации о закреплении микрорайона со школами. На информационном стенде разместили информацию, также на сайте школы. И прием документов мы ведем на основании приказа Минобр России от 22 января 2014 года номер 32. В этом году мы планируем принять 4 первых класса, 3 класса с русским языком обучения и 1 класс с углубленным изучением башкирского языка. Всего должны принять 100 детей. Но прием документов идет спокойно. Но я думаю, что такого большого ажиотажа не будет, родители останутся довольны.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Как заверили нас в городском отделе образования, все возникающие в ходе зачисления детей вопросы решаемы. На данный момент обстановка спокойная. Все вопросы, которые возникают при устройстве ребенка в первый класс, мы решаем совместно с директорами школ. Если возникают какие-то вопросы и не попадают в определенную школу, родителей приглашаем в 406 кабинет по адресу Ленина, 12, где будет выбран оптимальный вариант устройства их ребенка в определенную школу. Все вопросы мы снимаем, решаем. Район, где находятся у нас школы, гимназии, лицей Рандык, школа номер 12, она плотно населенная, там у нас очень большое количество детей. Чтобы снять вот эту ситуацию, естественно, напрашивается строительство новой школы. В планах, конечно, у нас есть, все это зависит от финансовых возможностей. Вот строительство новой школы вот эту напряженность как раз пояснило. В случае отсутствия мест в образовательной организации родители или законные представители ребенка для решения вопроса об устройстве в другую общеобразовательную организацию должны обратиться непосредственно в отдел образования города. В любом случае, по заверениям специалистов, для всех сибайских первоклассников в сентябре прозвенит их первый школьный звонок. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Ежегодно с наступлением отопительного периода на территории республики на 20% возрастает количество пожаров и на 15% гибели и травмирования на них людей. Чтобы предотвратить трагические последствия от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, сотрудниками пожарного надзора регулярно в рамках операции «Жилище» проводятся рейды и беседы с населением. На этот раз внимание было уделено многоквартирным домам. Утечка, отравление, взрыв. Из всех коммунальных благ газ самый опасный. Он не видим, не слышим и почти не ощущаем. Но последствия аварий, связанных с бытовым газом, поистине катастрофичны. Не менее опасна и неисправная электропроводка. Именно поэтому основное внимание проверяющих было направлено на исправность газовых и электрических приборов, безопасную их эксплуатацию. На этот раз в центре внимания оказались многодетные семьи и семьи, оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Сегодня городская комиссия в составе отдела надзорной деятельности пожарной части 45-й, комиссия по делам несовершеннолетних, управления гражданской защиты проводит очередной рейд. В первую очередь мы проверяем семьи, многодетные семьи, семьи, которые, значит, оказались в социально опасном положении. Проводим инструктажи, вручаем памятки о правилах поведения и, значит, объясняем квартиросъемщикам, все-таки дети, что нельзя, что растет, значит, число пожаров по причине детской шалости, что нельзя детям давать в руки спички и так далее. Вот. По республике идет рост пожаров, где у нас погибают люди. К сожалению, зачастую причиной чрезвычайных ситуаций становится человеческий фактор. Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, нередки случаи пожаров в домах, где буквально накануне проводилась профилактическая беседа с хозяевами о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, о причинах возникновения трагических последствий пожара раздавались памятки. Причиной трагедий в таких случаях является элементарная беспечность и нежелание следовать простым, но в то же время важным правилам. Совместные рейды по выявлению нарушений эксплуатации газового и электрического оборудования, обучению населения мерам безопасности далее продолжится в частном секторе. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Как показывают проводимые опросы, правовая грамотность россиян оставляет желать лучшего. Между тем, связанные с этим вопросы в нашей жизни возникают практически ежедневно. Вот только идти на прием к юристам и платить за это порой приличные суммы не каждому по карману. Следует знать, что в некоторых случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатна. На днях в Юго-Восточном межрайонном центре «Семья» состоялся прием граждан в целях оказания бесплатной юридической консультации в соответствии с законом Республики Башкортостан о бесплатной юридической помощи. Юрисконсульт отделения межрайонного центра «Семья» и специалист Государственного юридического бюро Республики провели консультацию граждан по алиментным обязательствам, определению места жительства детей, раздельно проживающих родителей и другим вопросам. Межрайонный центр «Семья» проводит бесплатные консультации любых видов граждан, также занимается составлением разной правовой документации
В том числе практикуем семейное право, взыскание алиментных задолженностей, лишение ограничения родительских прав, восстановление. На сегодняшней консультации прозвучали такие вопросы, как алиментная задолженность, невыплаты алиментов, невыплата коммунальных услуг собственниками жилья и также отдельно проживающими гражданами в некоторых квартирах. С гражданами, получившими юридическую консультацию, будет вестись работа по оказанию помощи в составлении и сопровождении гражданско-правовой документации. День бесплатного приема – хорошая возможность получить максимально полную юридическую консультацию у опытного профессионала. Такие мероприятия в Центре «Семья» проводятся регулярно. Ляна Кириллова, Гульхамидова, Аликадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Хороших вам выходных и всего доброго. Увидимся.